任何民族的妹子多少岁？把球传给母羊经理罗斯麦麦基。Это Ильхам Яматулло, интернет-селебрити из уйгурской автономии, у которого более 5 миллионов подписчиков. Дайте мне бросить. Если попаду, каждый делает 10 отжиманий. Если не попаду, я сделаю 100 отжиманий. Я никогда не представлялся как интернет-селебрити. Всегда, когда представляюсь, говорю, что я учитель. Люди также называют его учитель Хами. Откуда у вас вообще берутся творческие идеи? Все они из жизни. Например, у нас есть одно видео, которое мы сняли по наитию, и оно набрало 100 миллионов просмотров. Учитель, приехавший впервые в уйгурскую автономию издалека, на первом же уроке у него перекличка заняла 20 минут. У меня тут же появилось вдохновение. Итак, урок начинается. Что? Уже урок закончился. У нас есть одно видео на платформе TikTok Douyin, которое набрало 290 миллионов просмотров. Тогда оно было на первом месте в горячих трендах. Назвали «Верблюжий техосмотр». Однажды я ехал на машине, и меня остановил гаишник проверить техосмотр. Другие люди, возможно, были бы недовольны. А я, наоборот, очень обрадовался. Мне пришло вдохновение снять ролик «Верблюжий техосмотр» про наше школьное транспортное средство. У нас здесь страусы, лошади, верблюды. А на страусе реально можно ездить верхом. Нет, конечно, только в скетчах можно. У учителя Хами еще много роликов, все они рассказывают о приколах в уйгурской автономии. Почему опоздала? Я верблюда потеряла. Самая главная цель — рассказать о чем-то прекрасном в нашем родном крае, о разных контрастных вещах. Я на работу поехал. Пока. Девушка с верблюдом, дворик с лепешками, парковщик для лошадей и другие персонажи с юмором обыгрывают стереотипы о уйгурской автономии. Казалось бы, развлекательный контент, но он имеет огромное значение. Больше всего я беспокоился о том, не повлияет ли этот юмор на моих детей. Я переживал, согласятся ли родители, захотят ли ученики сниматься. Как ты убеждал родителей сниматься? Они вообще настоящие родители. Настоящие. Мы проводили родительское собрание. Родители говорили: «Учитель, раз уж мы все здесь, может, и мы вместе поучаствуем». Такой учебный юмор оказался очень привлекательным для учеников и родителей. Некоторые даже одалживали учителю свой дом для съемок. Я вижу у многих учеников антураж дома. Вся эта обстановка, насколько она соответствует реальности. По большей части все абсолютно реально. Сейчас, особенно в Хатане, в сельской местности все действительно очень хорошо сделано. Здравствуйте. Добро пожаловать. Угощайтесь. Ты каждый день после школы приходишь помогать. Да. А у тебя самого сейчас есть свой аккаунт. Аккаунт есть. Но пока видео не снимаю. Это все учитель с вами снимает. Когда у нас каникулы, мы с учителями и некоторыми одноклассниками ездим в гости. А после того, как заканчиваем прямые эфиры, идем с учителем гулять, отдыхать. Учитель для вас больше как друг, да. Да, как брат, как друг. Я отвечаю за преподавание электронной коммерции, учу всех, как снимать, как пользоваться камерой,
как с помощью изображений передавать хорошую информацию. Это довольно практично. Вроде бы развлечение, но при этом связано со специальностью детей. Естественно, это нравится и детям, и родителям, и пользователям сети. А что еще важнее, это также оказало положительное влияние на будущее детей. В каком состоянии сейчас твой собственный аккаунт? Сейчас я обновляю видео немного медленно, потому что большую часть своего времени я посвящаю тому, чтобы мои ученики благополучно проходили стажировку. Когда речь заходит о том, что скоро на стажировку, что нужно уезжать, я никогда при студентах не ныл. Я всегда был для них супергероем. Но супергерои иногда тоже плачут. Когда пришло время расставаться с ними, я даже прослезился несколько раз. Красивый, весь в черном, за ним трудно угнаться, да. В тот момент, когда вы надеваете костюм, вы понимаете, что это значит. Вы заканчиваете учебу, верно? Поэтому эти последние дни нужно ценить. Берегите свою школьную форму как следует. Не расстраивайтесь, впереди новая жизнь. Что с тобой? В такой день у тебя должно быть совсем не такое лицо. В такой день должно быть радостное выражение. Сегодня мы купили фейерверки. Мы тайком хотим сделать учителю сюрприз. 60 штук. В июне они все уже уехали на стажировку. Мы хотим, чтобы наши ученики выезжали за пределы Хотана, уехали из нашего городка, потому что там, за его пределами, они могут учиться дальше, и китайский могут выучить лучше. Учительская доля такова: летом встречаешь, летом расстаешься. Когда наступает день выпуска, дети всегда должны выйти за ворота школы, чтобы все полученные знания и навыки отточить и проверить на практике. Девушка с верблюдом и девушка, которая любит плакать в роликах, устроились в медиакомпанию. Она тоже стала очень разносторонним специалистом. Я спросил, если вы там будете очень хорошо работать, вы останетесь там? Она ответила, да, учитель, я хочу и своих папу с мамой забрать туда. Потому что, когда я работаю учителем и нахожусь с детьми, мне очень радостно. Сейчас я тоже занимаюсь тем, что мне нравится. Хотя я не зарабатываю кучу денег, у меня есть стабильная работа. Но все думают, что у интернет-звезд много денег. Другие полагают, что я уже заработал миллионы. Я же всегда свой трафик направляю на благотворительность. Когда снимаю, например, красные финики Челан или что-то подобное, люди узнают, что в нашем родном краю есть такие замечательные вещи, и тогда наши фермеры могут их продать. Когда слышишь от многих людей слово «спасибо», становится особенно радостно и спокойно на душе. Я хочу использовать интернет еще лучше, чтобы все жители нашего родного края могли с помощью интернета улучшить свою жизнь. А также хочу через интернет внести вклад в возрождение городка. Этот парень из уйгурской автономии, чьи видео набирают сотни миллионов просмотров, признался нам в своих больших амбициях за пределами маленького экрана. Его родной край – Хотан, а он настоящий мастер добывать золото из песка. На этой ветреной, полной песка пустынной земле за пределами оазиса, жители Хотана, издревле, используя воду с Куньлуньских гор, умудряются выращивать невероятно сладкие фрукты и создавать цветущие оазисы там, где, казалось бы, жизнь невозможна. Когда такой стойкий житель Хотана одновременно обладает ответственностью учителя и проницательностью интернет-звезды, важные планы, которые он обдумывает, неизбежно становятся гораздо масштабнее, чем просто вопрос о том, сколько денег у него в кармане.
Озеленение в нашей школе тоже сделано очень хорошо. Да, довольно красиво. В этих местах деревьям трудно расти. Я тоже постепенно расту, как эти деревья здесь. Ты хочешь, чтобы твои ученики были известны по всему миру? Надеюсь, что деревья, которые я посадил, дадут тень большему количеству людей. Для учеников Хами судьба словно хотанские фрукты. Чем глубже любовь учителя, который их взращивает, тем больше он хочет отправить их в еще более блестящее будущее. А сам Хами по-прежнему остается тем самым упорно растущим деревом. Рожденный в засушливом крае, он выпускает пышную, шумящую листву, но ствол его всегда крепок и незыблем. Так он и растет во дворе хотанской школы, глубоко укоренившись в этой земле, всем сердцем устремленный в будущее.